еще брожили. Много нравится. Правда? Девки на птицу сидишь. Вот в этом году мы отмечали столетие Василия Егорыча, Марты, ну, это как бы друг моего отца, ровесник, немножко моложе, один год. Вот. Судьба такая трудная была. 10 лет, потом 5 лет, 7 лет, 17 лет. Всего, так сказать, лагеря, ссылки там и все прочее. И потом вернулся, когда сюда, в Чувашию, после Спецназского края, ссылки, ну, буквально прожил там полтора года. Приехал сюда, в родную деревню, на Годуй, наш веселый праздник. Вот сердце там скончался там. И, до 10-го, 10 июня, во время праздника. Вот и здесь похоронен. Ну, это самый такой его гениальный стих, я считаю. Вообще, ну, хватит у тебя фиг кошка пойти, не перевести, как его Ну так, невозможно. Ну, последней это строчке. Масленица, вот это такое время, как бы вот, ну, где-то там между зимой и весной, скажем так сказать, такое там, ну, какие-то пробуждения каких-то чувств, там, любовь, там, все там, ну, не знаю, там, что мне сказать. Ну, вот конец последний стих отца. просто такой, значит, я его последний. на почте ставил, Да, электронный. Жизнь, не спеши. Вот это оно Ну, вообще. падает снег там. Нет, у нас вот такой был, когда вот я преподавала будущим актерам в театральном училище имени Щепкина, Да, в мы Москве. начинали урок чувашского языка с его стихотворения «Межава Юрей». Вот сейчас я могу сказать немножко. Да. Хир-хирурлы сервисея птухром, шувушларым сяктуржая птухром. Аргадарлы переньентовани, яланту лыранту лыгерани, адаштарны саруду герани, адаштар янду мултовани. Анумсан, кинчемуля мскинзель гущуля, анумсан пожирать не чисто чувашское. Я землемер, я ходил по полям, и я нашел вот эту песню. Хорошая наша, так, хорошая наша сторона, все время покос за покосом пшеница. Вот это поле, никогда ты не заблудишься, если у тебя существует поле. Но ты заблудишься, если идешь яндуму, готовое богатство. Яндуму, яндаштар, там еще есть 2 страны. Яндуму, адаштаре, яндуму. В общем, это вот мы с этого начинали, и ребята сразу как-то вздрагивали, и можно было начинать уже дальше. Очень люблю здесь вот из этого. Да. Но могли поступить единственно в этот институт, рассказывал нам здесь. Там что-то вот какой-то технический. Да, и другие институты были так, сказал. Ну нет, это не так, наверное. Так, у нас так рассказывали. Ну, она вот... Говорите, что вы Поэты, ребята. Кстати, конечно, строчки. Нет, вот, скажем, вот это «Чудезе», «Чудельмень», «Чудельмень», вообще не переводила. Это абсолютно. Никакой не переводила. Так музыка идет. Вон там идет «Чудезе», «Чудельмень», «Чудельмень». Как это переведешь? Как ведет? Уже слова уже не Да. Ну, можно, конечно, попытаться что-то такое сделать. Смысл точно не даст. Ну, это, нет, ну, там же, ну, поэзия что это? Поэзия всегда это звук и смысл. Сочетание двух этих вот стихий. Вот можем смысл передать, а звука не будет. Тогда будет уже, ну, другое что-то, естественно, да. А
чтобы все это как бы совместить, это очень сложно. То есть, как бы ставлю на второе место. Хотя он тоже был мастер, естественно, в этом смысле. Но звук и смысл был в соответствии реальный. Ну, там, например, в 7 вещах. Это много для поэта. 7 вещей. Такие, чтобы абсолютно такой достичь этого соответствия. У меня папа тоже есть там, это полтине, но он все-таки был. Ну, получше, на мой взгляд. И он еще был философ. Это не просто был такой. Вот он вернулся, когда в этой ссылке, все прочее, он здесь ходил, ну, тогда как бы, ну, оттепель, все прочее, там, место, он как бы был такой сократический философ. Просто там, да, что-то там, чего-то там, какие-то его высказывания, там, где-то какое-то общение такое было. Просто он как бы был, ну, действительно, он был философ, своего рода сказать. Он писал, у него дневники вот его, этих лет сохранились, сказать. Ну, он там всякие, ну, мысли о культуре, там, о языке, там, о том, что-то, о людях, с кем он встречался. Но я просто его помню вот именно как философ такого, который просто, ну, своим появлением, каким-то там, ну, какими-то вещами, там, выступлениями какие-то, стал, скажем, как Сократ, такого типа. Его ребят, наверное, говорил, что он, говорит, Сократ, философ, говорит, нежный берег, там, слышал гази, там, бунтак, там, и прочее. Но помнишь, что такое, какое-то светлое какое-то явление, появлялось. У нас дома часто было. Ой, папа говорит. Вот такая судьба. Вот 50-летия. Из них 17 уверяет ссылки и прочее. И, может быть, единственный из чувашских писателей, который написал об этом, кстати, вообще. Потому что, ну, у нас многие сидели, конечно, кстати, довольно много людей было, но они почему-то об этом не сказали. Но он написал, ну стихотворный, помню, что целый цикл. Вот, если просто хотите просто прочесть какие-то стихи, прочтите. Я думаю, что это будет Василию Егоровичу приятно. Я не помню. Ну, там смысл такой в творении, что сравниваются две вот эти вот надгробные, как это сказать, памятники, два памятника. Бёрнса, надгробный постамент, и у Меты. И смысл такой, что там, на острове таком-то, Дамфрисе, лежит, там покоится Роберт Бёрнс. У него такой большой, гигантский, громадный такой красного гранита такой камень. И он давит. Да. Ну, как бы душу поэта. Да, вот с собой. А вот здесь, да, вот на родине Меты, в Чувашии, покоится с людьми полей. Вот поэт среди полей, как это сказать? Ну, деревья. Среди полей, там березы и ну, смысл такой, что Вот душа легко. да, вот Больно. Да. Не да, это бы как бы сравнивать. Ну так вот. Там, конечно, не так. Но это связано Идея такая. с чем? Потому что вот отсюда мы, когда Землю. Леон Дробель, отсюда взяли прах, ну, горсточку там, Да, земли. и она, одна горсточка покоится на могиле Шарля Бадлера. Пармасе. Да. Он уже. Туда бы это. Питер И там Пан. тоже была акция, некое чтение каких-то стихов, там все прочее приятности.
это было 988 год. И потом Питер Франц в 89 тоже взял Могилу лодку на могилу Роберта Берса. И сейчас у нас еще есть проект, И сюда это привез. на могилу Басё поставить, А. в Японию, так сказать, вот туда. Ну вот это в горах, ну найдем. Нет, найдем. И вот 3, если будет на точке, ну, может потом еще куда-нибудь, так сказать. Просто возьмем прах и наоборот, так сказать. Ставим сравнение. Поэт. Ну, я думаю, что Василий Егорович, он... Лучше поедем на... Мы недавно ездили в Святые горы, Пушкинские горы, там в Святогорском монастыре. Можно на могилу Пушкина приехать? Ну, Пушкин... Да не, я шучу. Нет, ну можно именно. Не, ну Пушкин, Тютчев Да, ближе был бы, да. Не, ну, Ближе. Тютчев, Пушкин как-то слишком наше все относится. Пушкина как Хазангая. Да, Да, вот вот это, кстати, Хазангай. Это, да, они как бы так, народный такой. ближе там. Хазангай, Ближе они Пушкин, там, да. Хазангай, Пушкин, да. А Тютчев, Вот Пушкин, да. языка. Знаете, прочту. Да, Конечно. конечно. Вспомнил стих. 94 год. Станция Домская под Москвой. Там жил тогда Саша Макаров-Кротков, обретался там какое-то время. Я вышел побродить. Такой текст. Петуха, голос надтреснутый, обреченно печальный. Ай, ей, вдруг послышалось снова. Ай, ди, убежденно и гордо. Ну, почему здесь, как я Василий Егорович, он как бы был неким таким духовным, что ли, учителем Геннадия Гайди. В каком смысле сказать, хотя это его видел немножко, не очень часто этого не считал того. Мое письмо такое, как бы, может, анонимное такое, что вот там у вас там сын там такой, мне тут плохо одет, там, слушали, будете там, что-то ему там помогать, там, что-то делать, там, ну, такое, письмо есть, известно, но анонимное, Как стало понятно, что это? ну, здоровье. Алло, слушай. Он когда учился в институте, у меня там, Да, все. Хорошо. А мне Лен, мне уже это Мама прислала. написала, постоянно написала. Она вечером улетает в Москву, все Она нормально. видит, там что-то. Хорошо, Лен. Замечательно. Ага. Спасибо тебе большое. Там был Егор один, а он с утра работал на кухне. сегодня летает. Потому что больше не надо считаться прогрессивным. Лагерь что-то было. И у меня картошка, костер, и он ему там давал какие-то очистки из картошки. Вот. Но это как бы тоже была еда, кстати. Вот. И он потом это, он ушел потом, ну, наверное, учить СССР, там что, ну, там, слушал, вот, писал, вот, и он говорит, он мне говорит, спать, это, да, ну, типа, так сказать, вот, работал, все равно, как ему там давал, кстати, вот, что там оставалось, долго какой-то, все. Потом он стал учить, там, больше СССР, это вот помню, что его все это уважали, да. Авторитет, потом, помню, зэк, все, знаешь, ну, это уважение тоже. Такие случаи были. А вообще народу было, это,
77 мы, я считаю, даже поэта. Хорошая цифра. Мне кажется, Ну, как писал Велимир Клезников, нас семеро, нас 100. Нет, именно в этом. Нас семеро, нас 100. оно начало так все равно 7 фундамент. Там хоть У 100. нас, конечно, у нас число 70. Нормально такое, да, число. Но 7 это наше. 77 что-то мы наши